сутки в республике выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Начнут производство сыра и обновят кисломолочную продукцию. Новый цех построили в Ленском районе. Чувство юмора и любимое хобби, как мирнинцы приноровились к режиму самоизоляции. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Так, 60 случаев выявили в Якутске и по одному случаю в Мегино-Кангаласском, Намском и Ленском районах республики. Все заболевшие получают необходимое лечение. 34 случая COVID-19 у студентов СВФУ, которые находились на обсервации. У всех них заболевание протекает бессимптомно, лечение планируется проводить амбулаторно. Из больницы выписали 85-летнюю женщину, выздоровевшую от коронавируса. Это самый пожилой пациент, вылечившийся в Якутии от COVID-19. Женщина провела в больнице 2 недели, поступила в крайне тяжелом состоянии с двусторонним поражением легких более 50%, но нашла в себе силы справиться с болезнью. Она оказалась первой заболевшей в пансионате для престарелых «Доверие». Напомним, далее инфекция начала распространяться в стенах учреждения. Сейчас на лечении находится 12 постояльцев пансионата и 4 работника. 10 постояльцев помещены под наблюдение в обсерватор. На сегодня находится больше 100 человек в отделении. Из них в тяжелом состоянии где-то около 20 человек находится. 5 человек в крайне тяжелом, в реанимации у нас лежат. Но это в основном, конечно, пожилые наши пациенты. Самое сложное то, что у них сопутствующая тяжелая патология. Вот у нашей пациентки сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, постинфарктный кардиосклероз, постинсультное у нее состояние было. Поэтому таких больных лечить, конечно, очень трудно. Но, слава богу, на лечение наше она ответила. С Чаендинского месторождения вывезено 5000 вахтовых работников. Ежедневно авиакомпания «Якутия» выполняет по несколько рейсов с аэропортов города Мирного и Талакан. Подробности у Марферины Алексеевой. Вот уже вторую неделю специалисты аэропорта города Мирного ежедневно отправляют по сотне работников с Чаендинского месторождения. Для вывоза вахтовиков действует особый режим регистрации. Все операции досмотра пассажиров и багажа выполняются у борта самолета. Мирный Иркутск, Мирный Уфа, Мирный Томск, Мирный Омск. А возможно, будет Краснодар, вывоз пассажиров. Но это собирают, они комплектуют там на Чаендинском месторождении. И потом сюда вывозят уже партиями по маршрутам, по направлениям. В день у нас бывает 2 рейса. Это, как правило, Dash-8 и Boeing 737-800. С месторождения до аэропорта города Мирного работников привозят на вахтовых Уралах. Дорога занимает более 18 часов. На протяжении всей поездки работники находятся в защитных костюмах, очках и масках. Радостно, домой вахтовки, сутки ехали, домой уже охота. Для всех это было неожиданно. Поехали люди работать, а получилось, что там застряли просто надолго. Я ждала недолго. У нас получилось так, что совпал рейс на Иркутск. И нам повезло, что мы уехали быстро отсюда. Ежедневно авиакомпания выполняет по несколько спецрейсов в разные города России. С 3 мая по сегодняшний день было вывезено около 5000 вахтовых работников. И прямо сейчас авиакомпания «Якутия» выполняет очередной рейс по маршруту Мирный-Иркутск. Уже сегодня еще 30 здоровых работников прибудут домой. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Добавлю, что сегодня также был выполнен рейс в Омск с вахтовиками. На борту самолета находились 100 пассажиров. В 17 часов запланирован вылет в Томск и Ижевск. Загорелся магазин в торговых рядах Нерюнгри по улице Карла Маркса. В настоящий момент пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.
От сердечного приступа скоропостижно скончался глава Оленёкского национального эвенкийского наследия Александр Иванов. Он пользовался уважением и доверием своих земляков. На последних выборах на пост главы Улуса за него проголосовали 95% избирателей. За время своего руководства он сумел вывести свой родной Улус в число передовых среди всех арктических улусов. Здесь динамично развивались не только традиционные отрасли, оленеводство, охота, но и реализовывались крупные промышленные проекты по добыче алмазов и редкоземельных металлов. Слова соболезнования родным и близким Александра Иванова выразил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что неоднократно приглашал Александра Степановича на работу в правительство, но он отказывался, хотел сделать родной район идеально образцовым, лучшим в Якутии, показать, что в Арктике это возможно. Работает оперативный штаб. За последние сутки у Якутска уровень воды упал на 197 сантиметров и стал ниже критической отметки на 2 метра. В Намском районе нижняя кромка ниже Маймаги. За последние сутки в Едейце вода спала на 53 сантиметра. Во втором Хамустахе наблюдается подъем плюс 30 сантиметров. В населенном пункте Графский берег плюс 170 сантиметров. От Хамагата до Битюна от плюс 49 до плюс 66 сантиметров. По прогнозам гидромета в ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится и превысит опасную отметку на 30 сантиметров. Всего в Намском районе остаются затопленными 15 дворовых территорий. Во втором Хамустахском наследии затоплены интернат на 25 мест, его котельная, улицы Полевая и Бикетова. Основной паводок по реке Лена идет в границах Намского улуса. Ситуация здесь сложная. Есть подтопление по второму Хамустаху. Мы ожидаем, что сегодня в результате роста уровней воды по Графскому берегу у нас будет тоже превышение опасных критических меток, но незначительное. Мы все-таки надеемся, что река пройдет дальше и уже к завтрашнему дню, к понедельнику, достигнет уже устья Алдана. По Алдану ледоход идет в принципе нормально, были заторы под Хара-Алданом, но сейчас мы видим, что там уже идет ледоход, затор прорван. Вот. По другим рекам ситуация нормальная. Завершить строительство нового онкологического диспансера планируется в конце следующего года. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев во время объезда строящихся социальных объектов Якутска. По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства региона Кирилла Бычкова, на сегодняшний день отставания от графика нет. Те объекты, которые люди ждали годами, если не больше, даже первые такие вот планы и пожелания появились 7 лет назад по этим объектам, даже более того. Поэтому, конечно, для жителей республики актуальность этих объектов, значимость и, самое главное, долгожданность, она абсолютно очевидна. И мы, конечно, ответственность, которая в связи с этим чувствуется, мы ее реализовываем в очень плотном контроле над сроками и качеством строительства. Также без отставания от графика идет строительство другого медицинского объекта – кардиологического диспансера на 150 мест. Сдать его в эксплуатацию планируется в декабре следующего года. На его строительство предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Как отметил глава региона Айсен Николаев, эти средства, как и деньги, предусмотренные на возведение онкодиспансера, выделены из федерального бюджета. Начнут производство сыра и обновят кисломолочную продукцию в сельхозпредприятии Ленского района Батамайское. Когда новая продукция появится на прилавках, расскажет Анна Кожевникова. 2 новых молокоприемника общества с ограниченной ответственностью Батамайская будут установлены в НЮИ и Артанахаре. Благодаря специализированному оборудованию в пунктах приема сдачи молока будет определяться жирность и качество. Также в этом году за счет республиканских средств предприятие закупит 100 голов племенных нетелей с Архангельской области. Это способствует обновлению стада. По сравнению с архангельскими, наши буренки дают в 5 раз меньше молока. Но не только от племени коровы зависит количество надоев. Оказалось и от зарплаты доярок, которую в этом году повысили. Это у нас операторы машинного доения и животноводы, которые непосредственно заняты на производстве молока. Во втором полугодии планируется повысить
зарплату всем остальным категориям работников, то бишь механизаторам и прочее. Теперь заработная плата доярок зависит от объема надоев, а такая сдельная оплата труда – хороший стимул для высоких показателей, считает управляющий. В апреле 2020 года было увеличение надоев на 40% по сравнению с 2019. Это еще и благодаря закупу специализированного комбикорма. Также внедрена система интенсивного откорма молодняка. Мы добились того, что у нас идет сейчас, в принципе, постоянный забой для отгрузки в магазины и в детские дошкольные учреждения города Ленска свежего охлажденного мяса. В этом году с помощью администрации нашего района планируем построить молочный цех, где будем производить этот ассортимент еще лучшего качества и в лучшей упаковке. И благодаря строительству нового молочного цеха будет запущено производство сыра, который, как пообещал гендиректор, не будет уступать известному алекминскому. Планируется изготавливать 3 разновидности сыра, и уже этой осенью жители Ленского района смогут попробовать новую продукцию батамайского предприятия. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К режиму самоизоляции некоторые мирницы начали привыкать и применять творческие подходы и идеи. Как чувство юмора и любимое хобби помогают приноровиться к вынужденным мерам безопасности, узнавала Ксения Исламова. Самоизоляция, когда запираешь, когда заключаешь в квартире ты сам себя. Заперли себя в квартире и пошло-поехало. Чем на самоизоляции народ только не страдал. Видеоролики и песни про гречку с туалетной бумагой придумывали. На балконы ради флешмоба выходили. Волосы в экстремальные цвета перекрасили. И игрушечных собак выгуливали. Но это те, у кого настоящих нет. В общем, за последние 2 месяца интернет заполнил терабайты разного рода видео. Ну а такой прикид стал самым популярным среди тех, кто соблюдает самоизоляцию. И кто бы мог подумать, что подушка и ремень настолько сочетаются. Примерить необычные образы пришлось и Ирине Кирпиковой. Маленькая комната в ее квартире превратилась в фотостудию. Жительница Мирного и ее супруг – геологи. Но на время изоляции стали, можно сказать, искусствоведами. Ирина и Алексей ищут в интернете картины, делают по их мотивам фотографии и выкладывают в социальные сети с рассказом о художниках. Режим самоизоляции – это то, что нужно было, чтобы почувствовать себя отдохнувшей и счастливой. Надо уметь пользоваться карантином на все 100. Вот Ира предложила, я даже как-то обрадовался. А для тех, кто отдыхает со спицами в руках и ловит дзен от петелек и крючка, в интернете появилось огромное количество видеоинструкций, как связать оберег от коронавируса. В прямом смысле слова подержать в руках опасный вирус пришлось и Светлане из Мирного. При этом меры безопасности женщина соблюдает жестко. Съемочную группу к себе не подпустила, связалась с нами по телефону. Тут недавно поступил интересный заказ, написала девушка, удивила, конечно, немного. Отказываться не стала. Самой было интересно, что получится. И вот такое плюшевое инопланетное чудо вышло. Дети, увидев, что мама вяжет, конечно же, тоже просят такой. Ну вот придется и им ваять. Здоровья всем зрителям телеканала желает и наша команда. Режим самоизоляции в республике продлен до конца мая. Если вы думаете, что дома сидеть скучно, есть еще время изменить свое отношение и заняться чем-то, может, и не полезным, но отвлекающим от дурных мыслей. Анна Брянская, Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.